4:15 дубить начал. На 20 минут отъехал. Ах, 4:15 дубить начал. В машине все-таки машина быстро остывает. Я специально градусники достал. В машине сейчас 12 показывает. Так, а там 5 градусов сейчас на улице. Не так уж холодно, но свежо. Ой, вот этого мне по утрам не хватало. Так, что у нас там уже? Это солнце, не понял, поднялось или не поднялось. Короче, затянуло облаками. А надо погреться. Если бы я не поленился спальник достать, то нормально было бы все. Что-то я просто думал, что лежит же. Ну вот тепло было, в машине пледиком прикрылся, думаю, на пару часов хватит. Дальше не понимаю, как мне что делать. Ждать? Что думаете? Так-то смотришь. Он и не думает пока шевелиться. Лед-то стоит. На утро обязательно должен быть горячий чай готов. Вчера вот в термос залил, не поленился, и вот радует меня с утра. Через 1,5 часа, как я лег. Доброе утро. Итак, для тех, кто не смотрел первую часть, поясняю. Мы находимся в Кангаласах, поселок Кангаласы. Это где-то 40 километров от Якутска. Якутск вот в той стороне, на берегу реки Лены. И я охочусь за ледоходом. Смотрите, какие отсюда виды открываются. Вот тут я заночевал, время сейчас почти 5. Выше по течению ледоход уже начался, где-то в 80 километрах отсюда. И вот я хочу застать стартовую стадию начала ледохода, когда только-только начнутся подвижки льда. Тучки налетели. И сейчас я буду думать, что делать. Караулить дальше здесь, в Кангаласах, или ехать вверх по течению. Там еще есть одно место на паромной переправе. Ух. Может быть, туда съезжу, не знаю. Или еще посплю. О, будильник. Сейчас 4 часа 50 минут. В общем, достал я спальник. Посплю еще. Как говорится, утро вечера мудренее. Хотя уже утро. Ладно, спим. Как-нибудь вот так вот. Другое дело. Хоть солнышко радует. Правда, сквозь дымку. Но тем не менее. Без 29. Точно не могу сказать, что это птица, но это что-то, коршунь, ястреб, вот из такого, как бы, хищники. Сейчас вот летел, я успел снять уже, как он улетал. Что-то в лапах держал, выпало из лап. На улице уже хорошо, в принципе. 14 градусов.
Почти комнатная температура. Ветер, правда, прохладненький идет от реки. Что тут хорошо, у меня книжка с собой. Есть лекции, которые надо посмотреть. Ну, есть чем заняться, в принципе, полезным. Да и, в принципе, насладиться таким вот. Когда мне еще так... Вообще была когда такая возможность. Ну, вот как бы тут несколько дней не пришлось ждать. И я еще смотрю на вот эти протоки. Заполнились водой. Что-то мне так захотелось байдарку сюда привезти. Думаю, что я не взял с собой. Вот смотрите, сколько места вообще прикольно, где можно просто поплавать. Даже в затопленных местах плавать очень прикольно. Среди кустов, деревьев. Так, сегодня у нас чай. Это с чабрецом. Но сделаю покрепче, 2 пакетика. И черный с лимоном. А нет, это у нас что? Черника, мята. Ну, тоже неплохо. Что еще можно добавить? Шиповника. Стараюсь меньше класть, но не всегда получается. Ну и, конечно же, завтрак. Ну, еще осталось даже. Кофейку тоже надо с утра. Хотя кофе сейчас редко пью. Чуть-чуть можно. Что-то запасы у меня еды кончаются. Я не рассчитывал на несколько дней. Надо будет ехать закупаться, похоже. Ну, в полевых условиях любая еда идет на ура. Еще с такими видами красивыми. Мужчина вот приезжал местный. Я с ним пообщался, говорит, что есть смысл ждать. Он так, даже он не знает, говорит, не знаю, как она, говорит, пойдет, где она там встанет. Вот, говорит, похоже, вот там вот тоже затор. Так вот он это оценил своим профессиональным, опытным взглядом. Такая, конечно, интересная лотерея, когда реально не понимаешь, сколько тебе тут сидеть. День, 2, 3. Или поехать все-таки. Есть мысли поехать на переправу, тогда это вверх по течению в сторону Якутска. И там вот есть место, где тоже говорят, что лед так вот прям на берег находит, когда движение начинается. Там, по идее, тоже должно быть интересно. Вот телевидение тоже приехало снимать. На паромной переправе уже поперло, я туда как раз хотел ехать. Но сейчас мне видео показали, там уже лед пошел на берег, все ловить, ломать, давить. Блин, и говорят вот ребята, что сейчас может скоро уже быть, может быть не скоро. Все неожиданно лед зашел в протоку, прям так стремительно попер. И звук там идет. Надо вниз спускаться срочно. То есть я так понимаю, что вот-вот и попрет все. Вот отсюда видно. Не знаю, как будет на камеру. Вряд ли, наверное, камера передаст. Ну, движение пошло, вот лед уже идет вот так вот, середина уже поперла. Я вот сейчас отчетливо вижу. Треск льда стоит. А у берега здесь стоит. И очень вероятно, сейчас эта масса начнет переть и на берег давить.
мчать вниз. Красивый тут спуск в Кангаласах. Спускаешься, и такие виды открываются. Город на ладони. Все вверх. Я один, похоже, решил рвануть вниз. А народ как раз туда и вверх. Навстречу мне ехал, чтобы посмотреть. Пытаюсь торопиться, но дорога не самая лучшая. Вот уже протока льдами заполнилась. Сейчас дальше вон подъезжаю. Интересно, если вот это вдруг сюда масса льда будет переть, она дорогу вот так сметет, перегородит. На пирсе ничего не будет, можно на пирс заехать, а вот здесь уже есть вероятность, что надо будет вырывать когти, если она ползти начнет, просто сразу мчать. Какая-то пошла движуха. Ну-ка. Это что, закон подлости? Только устроился поудобней. И на тебе. Ладно, подождем. Ну, середина плывет. Идет, конечно. Здесь пока. Красавчик. А где площадка, где я был-то? Непонятно. Отсюда. А, ну она вот за этим мысом туда. Дальше. Ну что, разведка произведена. Я, правда, ничего не понял. Ну, то же самое, что я видел отсюда, что вот лед идет, там вот дальше идет. А когда он будет здесь вот переть, я вообще не представляю. И мне сейчас, я опять не понимаю, что мне делать. Либо остаться здесь и ждать, пока он начнет наваливать на берег. Либо поехать обратно наверх. И там просто красивее, интересней. Небо затянуло. Вон там дожди идут сзади. Сейчас, может быть, здесь тоже дождь пойдет. Вот уже вода потихоньку просачивается на дорогу. Но здесь вот так на тоненького, конечно. Сейчас вода поднимется, все может затопить. Уеду пока отсюда. Вон вода как прилично прибывает. С хорошей скоростью. И я такой радостный, думаю, ща поплаваем, потому что мне привезли байдарку. Но возникло одно но. Конечно, это была целая спецоперация, чтобы попасть в мою квартиру, чтобы перегрузить вещи в машину. В итоге спас жилет, весла, все там. Но вот это не байдарка. Перепутали сумку, это просто сумка, блин, с вещами. Я даже не помню, что за вещи здесь. Шлем, там, каска, баня, например, походная. Остался я все-таки без байдарки, получается. А так рассчитывал уже поплавать. На 20 минут отъехал. Она за ночь вообще сильно поднимется. Да? Там затор. Я пытаюсь поймать, когда вот на берег будет лед залазить. Такое редко вообще бывает. Редко, да? Вообще редко. То есть, если я увижу, мне повезет, да? Тем более засниму все это. Я за всю свою жизнь такого раза два здесь видел. Я думаю, это явление такое регулярное. Не. В том году вообще он прошел, даже вода не поднималась. Да? Просто сразу чик ушел. Ну смотри. Вода, смотри, вот сюда подходит. Стою внизу, слышу сверху сопок знакомый голос. А это Мария.
наш соратник-турист. Мы с ней еще в одних из моих первых роликов ходили купаться на крещенское купание. И она очень круто мне все рассказывала. Тогда многим зрителям полюбилась. И вот сейчас слышу, кричит сверху. Думаю, знакомый голос. И вот они, кажется, просто пешком приехали на автобусе, пошли гулять пешком. Так, вот знакомьтесь, Мария и Мария. Устроили пикничок, пригласили меня перекусить. Да, мы ему кричали сверху. Ага. Оладушки О, да. по Толиному рецепту. Как И раз я- бырпах. Бырпах. О, бырпах, это же мой любимый напиток. Один из. После кымыса. Я сама делала. Да? Ух ты. Да. Грибы маринованные домашние. Мало вилок взял, да? Это хатта. А, он знает. Он все знает, Харта по-моему. люблю. Так, харта для начала. Это кишки, вареные кишки, жеребячие, да? Да. М, Амгинский. всё. Бырпах — это из коровьего молока, кисломолочный продукт. М, грибочки вкусные. Вывалились. Огурчик пропаган. Да. Мне надо у За тебя- ледоход. За ледоход. За то, что Лена проснулась от зимней спячки Да. и скоро нас будет радовать Нашими сплавами. своими богатствами. Мгм. Богатствами рыбы, сплавами. Ты гитару берешь? Могу взять, если надо. Ну, возьми. Могу взять укулеле. Укулеле меньше. Ну, она компактная. Гитару Мы собираемся через несколько дней, сейчас уже в пятницу, мы Да. сегодня вторник, в эту пятницу мы собираемся в поход. Мы туристы-водники. Аргошники. Вот, смотри, турклуб Арго. И вот затеяли, ну, несколько из наших ребят уже сходили. Позавчера, да, ходили на КТМ? Уже сплавились Две На отчаянные Канкаме. на КНКМ. А мы поедем на Катаме. Ладно, покушаем мы спокойно, без камер, Кушай. да? Мгм. Чтобы Да, не, мы не думали, чтобы что не ты меня позировать. включил. Ну, как? А что я тогда вот так вот стою? Просто так? У меня привычка уже, да? Да. Руку на вытяжку держать. Итак, какие новости? Время 7 час. Покушали хорошенько сейчас. Сытненько. И вот лед встал. Видимо, там впереди затор. И, в принципе, это в какой-то степени нам на руку, потому что затор провоцирует давление массы льда сюда на берег. Но ждать я уже тут не лениво внизу. Вон дождь скоро будет, походу. Я хочу наверх на сопки, там как-то красивее. Мария вон на вышку полезла. Как девчонки молодые. Вот оно пошло. Да. Круто, хоть чуть-чуть. Но это чуть-чуть гораздо больше того, что я вообще видел. Все? Мне запасов дали. Все, что мы не доели, я взял с собой. Голодным не останусь. Ну ладно, давайте продолжайте свою пешую прогулку. Все, рад был повидаться. Спасибо за вкусняхи. Затопило там, да? Там затопило. Я чувствовал, что надо уже мычать. Прорвались. Сейчас, похоже, все вот это будет топить всю дорогу. Да. Уж. Это все так необычно, признаюсь вам. Ну, для меня, по крайней мере. Раньше я такого вообще никогда с таким не сталкивался в Питере. Но для местных, может быть, жителей это как-то так обыденно, раз, ну, каждый год происходит по весне, там, затопляет территорию. Но я, по сути, такое только в новостях смотрел раньше. А сейчас вот я вот непосредственно участник всего этого процесса. И в центре событий. Это так круто. Это очень прикольное чувство. А вы вернулись прям за мной, да? Ну, спасибо. А ну я тебе звоню, у тебя телефон недоступен. Ну, связь плохая же, да. Ага. Необычно, да, вот так вот.
Ну, Ты будешь плыть. я там заночую, я уже так... Была мысль. У меня- въехал бы на эту железяку. Туда бы я бы на Ага. пирс заехал бы, оставил бы там машину и пошел бы Ну, на... один раз и этот пирс же затопило. А и пирс затапливал, да? Да. Ну, как все затопило. Еще где-то неделю назад я тут снимал, ходил, как траву жгут. Тут так спускался вниз. Помощнее будет. Получается, что до льда мне уже не добраться. Вода нам отрезала путь к льдинам туда. Что, надо наверх идти. И ждать, что будет завтра. Что там? Собака вон. Собака? Огромная собака стоит. А, ничего себе. И вы решили... Довези нас до А, да, Кангаласа. конечно. А вы тормозили кого-то, и тут я еду, да? Знаешь, что ты едешь. Ну, сейчас надо разобрать вещи между тут вон. А что, жестко? Не, Вон ну мы не большая стали собака подходить. стоит. А, вы не стали рисковать, Рисковать. да? Ну, Да. он хоть и хвостиком виляет, но слишком вид у него грозный. Не, ну если виляет, значит нормально все. Я тоже, Маша, так говорю. А давай тебя пропустим. Я А сейчас вот я сяду. сейчас выйду, пообщаюсь с ним. тогда. Давай. Давайте проверим. Ага. Есть что-нибудь Посмотрим. вкусненькое? Есть? Всё, А, мы так уже легко. тебе дали. Так и мы могли бы пообщаться, да? Лошади поскакали вон. И он спустился. А, он на привязи. Он я на ж говорю. привязи. Ой, блин. Эх вы. Эх мы. Мы ж не знали. Че сегодня будка странная? Нет, давай выйдем посмотрим. Я такая уже храбрая стала. Сейчас проверим, съедобную ли я колбасу купил. Привет. На. Только ты мне не откуси ничего. О, как ты смотришь грозно. На, держи. Ну. Ай-яй-яй. Не дотянешься? Ё-моё. Теперь палку надо. Ой, хлебушек тоже кушает, да? Молодец, молодец. Надо теперь сосиску тебе подтолкнуть, да? Ты бедняга. Блин, он же не дотянется до нее. Давай. Давай, еще. Ой, бедняга, я тебе такую гадость сделал. Тихо, давай. Держи. Вот, на. Ё-моё, как стрёмно. Давай, ты подтяни. Ну. Лапа, еще. Еще давай. Вот, молодец. Грозный пес. Давай, пока. А Марии все равно решили пешком идти. Они такие пешки, походники. Им хлебом не корми, дай погулять. Возвращаясь на свое обжитое место. И смотрю, машин тут. 5 машин. По идее же они все уедут. О, как затопило. Помните, как было, когда я отсюда уезжал? И я сейчас смотрю на вот эти протоки. Заполнились водой. Что-то мне так захотелось байдарку сюда привезти. Думаю, что я не взял с собой. Офигеть. Вода поднялась. Вот там вот этот пирс. Вот я по дороге снизу приехал сюда. Что уже спать так охота. Время 9. Я сегодня хочу разложить сзади. Я купил уже такие же чехлы назад. Надо сейчас их туда все убрать. Чехлы эти положить. И на них буду спать. Что-то лень даже шевелиться, это все перебирать. А еще надо покушать, приготовить что-нибудь горяченького, чайку. В общем, надо взбодриться. Собраться силами. Все. Вот так вот силами собираются. Раз и начинаем делать. Блин. Просто такой бардак. Ну, процесс идет. Потихой. О. Ну так, неплохо вроде. Нулячие вообще мягенькие такие. Плюш. Ну, приятные вообще на ощупь. Сейчас надо как-то вещи обратно, потом опять туда, чтобы здесь лечь спать. Все уехали. Я остался один, круто. Ну все, я достаточно оперативно все сделал. Пока вещи скинул, здесь уже у меня все готово. Аккуратненько так сложил, чтобы постель была. Незамысловатый ужин. Доедаю последнее яйцо. Вареное. Блин, вилку потерял. Картошка. Давно не ел такую картошку. Она, конечно, не идеальное питание.
Такие вот быстрые приготовления. Я даже не помню, когда ел постоянно картошку эту. Макароны еще периодически бывает, но редко тоже. Сейчас похаваю спать. Похаваю чайку. Время 11. Еще продержался, взбодрился. Нормально. Рассвет я не знаю. Если проснусь, тучами опять все затянуло. Тут, мне кажется, толку никакого не будет от рассвета. Посмотрим. Еще много будет рассветов у нас. Так что это не принципиальный момент завтра. Принципиальный момент завтра с ледоходом закончить.